Меня зовут Шамиль Цунеока. Шамиль — это мусульманское имя. Мое японское имя — это Коска Цунеока. Я раньше никто был. Мой мать — это христиан, и мой отец — это буддист. Поэтому, когда я мальчик, какой религия мне нужна, я задумал. И, наконец, я Коран читал. И я хотел бы принимать ислам. Но когда я из Нагасаки. Нагасаки там вообще мусульман нету. Поэтому я не смог принимать ислам как... Я не смог говорить «Ла илляха илля-Аллах». Свидетелем не нужно был. Свидетелем не был. И когда я в Чечню ходил, там свидетелей много. Но уже мечеть все сломается. И имам все убежал. Поэтому в Москву ходил. Там исторический мечеть есть. Там я своими друзьями вместе пошел и шахада говорил. Это 2002 февраля. И там имам работает. Он зовут Шамиль. Я его имя забрал. И я уже больше 20 лет как журналист работаю. Это 2003 российский Интерфакс написал, что про меня написал. Шамиль Цунеока, Коска Цунеока — это не журналист. Он на международной террористической организации находится. Я журналист, но, по-моему, Путин не хотел быть сказать, я журналист. И недавно тоже известие написал, что я сейчас находится в Украине и против России чеченские группировки воюют. Я никогда не воевал. Я просто как журналист работал. Но это как всегда. Если журналист против Путина, тогда Россия написала, что это не журналист, это террорист. И если кто-то против Путина протест делает, тогда его зовут, его признают, это террорист. И 99-го я в Чечню ходил. Это тогда вторая чеченская война начинала. И из Грузии там представители Ичкерии был. Я там пошел, и они аренд делали. И Бабиков, Муджахидин вместе в Грозном ходил. Я раньше уже в Афганистан ходил, и Палестин тоже, и несколько военные места ходил, но я первый раз видел такое тяжелое место и ужасное место. И у меня шок был. И потом я еще раз хотел в Чечню поехать, но уже на горах, Кавказские гора, там российский десантник база стояла. И я не смог поехать туда. И я долго ждал на Панкистской ущелье. Там беженец много. Но чеченский беженец — это не как беженцы. Они бедные, но они продают свой дом или машину и секретно оружие собираются. И еще раз там большая армия сделала. И Хамзат Гираев из Чечни приехал. И 2001 600 муджахидин из Панкисы, Абхазии поход делали.
Тогда я не знал, они Абхазии пошел. Я думал, домой, Чечню они хотят. Наверное, 95% боевики не знали, они Абхазии пойдут. И на границе Грузии, Абхазии, Хамзат нам сказал, что мы сейчас в Абхазии пойдем. Но в Абхазии мы не воеваем. Там враги нету. Мы только против России, против русских воеваем. Но около 50 солдат обратно Сирию ушли. Потому что они просто хотели домой. Я грек вместе 4 месяца вместе был. Когда я в Грозном ходил, это 99-го, я интервью брал с Басаев и Масхадов и показал на японское телеканале. По-моему, сейчас половина японцев про Россию и половина это про Чечню. Я и другой журналист уже написал много книг и репортаж. Они все написали правду. И Россия там геноцид делала, так написали. Они и еще у нас переводы есть, которые Литвиненко написал. Когда я в Панкистской учебе был, один Ладанива пришел. И там Хамзат Гераев был. И он, наверное, он не хотел бы показать себя на журналиста. Но он такой делал. Я испугался. Его лицо настоящий Гераев был. И потом я сам его ходил, и я хочу поехать в Чечню вместе с вами. Тогда он сказал, ладно, можно. И мы 600 мужахидин вместе поход делали. Тогда я думал, что я в Чечню пойду. Но на границе Грузии и наше место Хамзат сказал, что мы сейчас домой не поедем. Сейчас мы в Абхазию поедем. Я испугался, но я думал, что это тоже важная новость. Поэтому вместе пошел. И Хамзат сказал, мы в Абхазии война не будем. Мы только против России воеваем. Но когда мы в Абхазии пошел, как раз бой начал. По-моему, там не только чеченцы, грузинцы вместе были, грузинские партизаны. Они хотели свое место, свой родина и против абхазских воевиков воевали. И тогда еще я не знал, Хамзат что хочет. Потом я слышал, что он хотел бы атаковать Сочи. Там это что? Авиация база, да? Российская авиация база находится. Хамзат там атаковать хотел. Но тогда я не знал. Когда 99-го в Японии новости про Чечню много было, но это как российский пропаганда был. Каждый новость говорит, Россия против терроризма, против террористов операция делает. И они атакуют только террористов. И мирный граждан вообще не погиб.
Это очень похоже на Сирия сегодня. И я пошел в Грозно, и Грозный уже все больница не работает. И 2 или 3 маленькие больницы уже еще работают. Там пошел, и я узнал, что 8% ранений это граждан был. Только 20% это солдат военный был. Когда я интервью брал с Басаева, он сказал, что мы никогда не открываем школу и это как называется? Киндергартен, детский сад и больница. Но потом он сам открывал школу. Я испугался. Наверное, раньше он другое мнение был. И потом разный стал. Асрам Масхадов сказал, что мы, как скажем, мы просто раньше узнали, что Россия и Россия какая страна. И я скажу, что Европа и Америка потом узнать будет. Мы уже знаем, Россия это опасный и агрессивная страна. Сейчас они нам стреляют, потом они европейцы и американцы стреляют. Стрелять будет. Я сейчас думаю, это правда. Масхадов сказал, что мы не хотим такой войны. Только Россия нам открывали. Поэтому мы самоохрана надо. И Россия говорили, что здесь террористы есть. Конечно, здесь военные люди много, и раньше они друг друга воевали. Но сейчас они против агрессора воюют. Сейчас мы знаем, такой люди мы нужен. Когда первая война, я еще за границей не работал. Я в Нагасаки, там городской телеканал есть. Там работал. И каждый день я новости читал, прочитал и узнал, что в Чечне уже шариат идет. Я думал, там недавно Советский Союз был, и коммунизм пошел. Но я думал, шариат это разница большая, это невозможно. И 99-го я в Чечню пошел и узнал, это уже не Советский Союз, вообще другая страна. Но потом много раз я Панкис пошел, Ингушетия пошел, и чеченцы повстречались. Каждый раз люди другой говорил. Раньше как суфист был. Потом говорят, что это ваххабит, но это как салафит. Я думаю, что положение быстрее. Situation is changing very quickly, and people are adapting. And российский пропаганда говорит, это сам террорист, сам ваххабит. Но это ситуация, поражение так делает. И я в Сирии тоже ходил, там сейчас много боевики воюют. Они сам говорят, зовут, мы салафит. И если арабцы и чеченцы вместе находятся, они говорят, мы чеченцы тоже, мы салафит. Но если арабцы нету,
Тогда чеченцы друг друга. Ты ваххабит, я не ваххабит. Такой. И смеялся. Вам довелось встречаться там с чеченцами, в Сирии? Как у вас произошла эта встреча? Что вы думаете? Я сам вообще не знаю арабский язык, поэтому я не хотел бы работать в Сирии. Но один мой друг, чеченец, мне месседж написал. Мы сейчас в Сирии воюем. Если ты хочешь, мы прекращаем. Поэтому я туда пошел. И в Сирии я только по-русски говорю. Делали там репортажи, да? Да. И книга тоже написали. Про Чечню, про Россию тоже я уже книга написал. Я в Панкисе и Абхазии долго был, поэтому много знакомых у меня есть. И когда я в Сирию пошел и Украину пошел, везде я нашел своих друзья. Мой старый друг мне месседж написал, что сейчас мы в Вене живем, поэтому сюда приехал. Я думал, он уже погиб, но живой, альхамдулиллах. Я думаю, что чеченский менталитет это очень похоже, чем наш менталитет. Япония, раньше у нас самурай был. Самурайский закон это очень похоже, чем чеченский адат. Чеченцы надо уважать старики и надо уважать женщину и надо охранить женщину и как скажем слабые люди. Это как исламский шариат, но чуть-чуть другой. У нас тоже бардак есть, и чеченцы тоже. Якуза есть у нас, и чеченцы много мафия. Я знаю только Хамзат Гираев и Шамиль Басаев, Асрам Масхадов и Ахмад Закаев. Закаев я встретился в Лондоне, в Грозном тоже. Я с Ахмедом Закаевым встретился в Грозном 99-го. И у нас связь был. Потом он ранил, и в Грузии пошел, и наконец в Лондон пошел. И там Александр Литвиненко вместе работает. Я сын Закаева связь делал, и там пошел, и с Литвиненко интервью брал. Это 2004 года. И после 2 года он погиб. Мне кажется, что Закаев не интересует религия, но он очень интересует культуру. И он сказал, что мы нужно охранить свою культуру. Сейчас много чеченцев диаспора стало. И если ничего не делали бы, мы патриот своей культуры. Тогда мы не смог воевать и забрать свою родину. Я про религию тоже спрашивал, потому что сейчас в Чечне суфиист и ваххабист и какой-то религиозные секты много и друг друга конфликты делают. Я про это спрашивал. Но Закаев сказал, чечен это один. Это такой религиозный разница, это небольшая проблема. Один японский муджахид тоже воевал в Чечне. Я 2000-го в Панкисское ущелье пошел, и 2001-го один
молодой японец пришел, панкисы, один пришел. Он раньше японский, служил японской армии. Он сам ислам принял, и они его зовут Хаваджи. Хаваджи это традиционный чеченский имя, да? И чеченский батальон вместе, он в Чечню ходил и воевал, и ранение. И обратно в Грузию пришел. 2002 первого я в Ингушетии ходил, и в ФСБ меня поймали. И 16 дней я в тюрьме был. Не в тюрьме. Днем они мне дом полиция. И ночью они мне гостиницу оставили. И сказали, что я незаконно работал. И они мне суд оставили, и штраф я заплатил. 1000 рублей. Тогда большая война там была. Каждую ночь я слышал звук автомат. И только 2 недели назад большой бой был, и 90 полицейских, ингушских полицейских убили. Но я узнал, что ингушский полицейский мне очень хорошо был. И ингушский это кто? Судья. Наверное, ФСБ думали, что мне очень тяжелый штраф хотел. Но ингушский судья только 1000 рублей мне сказал. Это мало было. И сам, наверное, знал. И я не помню, но он там митинг делал. Организация он сделал. Свободный Кавказ, да? Я про этого интервью хотел. И Дания пошел и интервью брал. И он сказал, что он очень тяжелый путь делал, и из России, Ингушетии и Варшава, и наконец Дания пришел. Но сейчас он хочет домой, в Чечню. Он не хочет умереть здесь, в Дании. Он хочет умереть в своей земле. И когда я с ним был, чеченский командир погиб. Амир Мансур. Он сказал, что Амир Мансур это последний ичкерийский хороший командир. Это другой уже нету. Другой это что ваххабит. И он плакал. И он сказал, что я свободная организация «Свободный Кавказ» сделает, и не только чечен, ингуш и грузин, азербайджанцы вместе против Путина воеваем и свобода заберем. И это 3 года назад, нет, 2 года назад, он мне написал, что я в Украину пойду и воеваю. Поэтому я туда пошел, Украина, Донецк пошел. Но Иса еще дома был. Я звонил, когда ты сюда пришел. Скоро приду, подожди, он сказал. Но у меня времени не было. Домой пошел. Тогда Иса пришел в Донецк. И шахид стал. Когда я в Абхазии был, на Гала,
часто бой был. И когда враги стреляли, тогда арабцы как сразу уезжают. И турк не убежает, но они как камень такой выезжают. Но только чеченцы как лев или тигр говорят. И как дождь придет, но они, я думаю, они очень ладно и стреляют. Я думаю, что если чеченцы вместе работали бы, я как сразу умираю. Всегда я думаю, что чеченцы говорят про свободу. Я много мест пошел, Африка, Афганистан, Арабистан. Арабцы говорят, и говорят шариат или сунна, халифат, хиляфа. Это государство халифа. Но не говорят свобода. Чеченцы, если он ваххабит, если он салафит, даже говорят свобода. Свобода это против Аллаха. Такой говорят. Свобода каждый люди, каждый народ. Если мусульман, не мусульман нужен.